Доброе утро, дорогая республика! Мы рады приветствовать вновь всех самых утренних телезрителей на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. И это утро понедельника встречаю с вами я, Дарья Анкехова. Ну и, конечно, как всегда, вся наша редакция уже в полной боевой готовности. Мы готовы рассказать вам о самых интересных темах, о последних новостях, ну а также, конечно, будем рады увидеть утренних гостей в этой студии. Забегая вперед, хотелось бы сказать, что сегодня в нашем эфире будет очень много красоты. В прямом смысле красоты. Поэтому оставайтесь с нами. Также мы сегодня приготовим полезный завтрак. Поговорим о таких прекрасных растениях, как суккуленты. Что это такое, если не знаете, также узнаете именно в нашем утреннем эфире. Также поговорим на очень интересные темы, как памятник комару, который, возможно, поставят в нашем городе. Ну и еще, конечно, будут постоянные рубрики. Это прогноз, астропрогноз, который, возможно, поможет кому-то из вас построить свои планы на грядущую неделю. Ну и, как всегда, мы начинаем с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 13 градусов. В Заречной группе 17,9 градусов со знаком минус. В южных районах 14 ниже 0. В Вилюйской группе 10,3 со знаком минус. В Нижнеленских 8 градусов ниже 0. В западных до плюс 1. В Колымендигирской группе улусов минус 16. В Янских 29 ниже 0. На северо-западе до минус 11. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 11 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 1 градуса. Ну и, как всегда, хотелось бы узнать, что же произошло на территории нашей республики за эти выходные, ну и далеко за ее пределами. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Российско-индийский товарооборот за 1,5 года вырос в 5 раз до 50 миллиардов долларов. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко добавила, что потенциал двух стран гораздо больше, поэтому необходимо и дальше его развивать. Председатель Совфеда также пригласила спикера индийского парламента посетить Москву. Напомним, что в июне сообщалось, что Россия поднялась на 4-е место среди крупнейших торговых партнеров Индии. Новые размеры торговых надбавок установят в Якутии с 1 января 2024-го. Летом этого года Госкомцен утвердил перечень социально значимых продуктов. В него вошли 11 наименований товаров, в том числе мука, сахар, крупы, хлеб и чай. Для труднодоступных населенных пунктов Якутии был утвержден расширенный перечень из 17 наименований. Новые надбавки установят с учетом продовольственной безопасности районов республики и доступности цен для населения. Уже 9-я выездная бригада психологов республики работает с участниками специальной военной операции в военных госпиталях страны. Также продолжается работа с родными бойцов. Психологи работают с мобилизованными, контрактниками, добровольцами, участниками СВО из частных компаний. В каждом отдельном случае специалисты подбирают подходящие техники и форматы работы. Вся работа ведется анонимно, абсолютно бесплатно, до устойчивого улучшения состояния человека. В Якутии отработано около 3500 обращений участников специальной военной операции и членов их семей, требующих решения на федеральном и региональном уровнях. Численность животных в плейстоценовом парке на севере республики, где занимаются воссозданием экосистемы мамонтовых степей, планируют увеличить со 150 до 2000 особей. Ученые добиваются этого за счет внедрения в тундру крупных травоядных животных. Планируется в ближайшие 2-3 года увеличить огороженную территорию парка, а до этого зверей, наиболее адаптированных к северным условиям, овцебыков, бизонов и оленей будут привозить маленькими партиями. Сейчас, благодаря содействию организации, в плейстоценовом парке обитают бизоны, овцебыки, верблюды, олени и якутские лошади. Всего насчитывается 150 голов животных. С 25 по 28 октября в Якутске впервые пройдут Дни Эрмитажа. Мероприятие приурочено к 95-летию Национального художественного музея республики. Ключевым событием станет выставка «Часы и эпоха» и собрание Государственного музея. Будут представлены подлинные произведения искусства. В экспозиции будет доступен VR-кинотеатр и виртуальная прогулка «Эрмитаж. Погружение в историю». В рамках проекта также запланированы эрмитажные лектории и мастер-классы по живописи. Для профессионального музейного сообщества состоится семинар
освещающий комплекс вопросов реставрационно-хранительской деятельности и безопасности музейных коллекций. В Якутске стартовал розыгрыш Кубка главы городского округа город Якутск по мини-футболу. Традиционный турнир собрал на паркете детско-юношеской спортивной школы номер 4 36 столичных команд, а также коллективы из ряда районов республики. Соревнования стартовали с группового этапа, по итогам которого клубы с наилучшими показателями продолжат борьбу в плей-офф со стадии 1/8 финала. Решающие игры пройдут с 10 по 12 ноября. Напомним, Кубок главы города Якутска проводится с 2008-го. Ежегодно турнир дает старт зимнему футбольному сезону. В соревнованиях участвует 36 команд. Это как бы вкатку в зимний сезон. После этого турнира начнется первенство города по 3 лигам. Радует, что все команды в форме спортивной. Хороший футбол показывают. Я рад, что наконец-то мы спокойно можем без каких-то ограничений играть в футбол, чтобы приходили, болели зрители. Зрители приходят, болеют. 16 октября богат на всевозможные праздники. Так, сегодня вы можете смело поздравить свое начальство с профессиональным праздником – Днем Босса. Также спешим поздравить анестезиологов нашей республики – праздник тех, кто позволяет нам лечиться без боли. С другими датами и событиями этого дня знакомимся в нашей традиционной рубрике. На календаре 16 октября. Сегодня отмечают Всемирный день хлеба, Всемирный день продовольствия, День шефа или День босса, День аллерголога, Всемирный день анестезиолога, реаниматолога. По народному календарю сегодня день Дениса Позимнего. На Руси говорили, что в преддверии зимы на землю выходят осенние лихорадки, злые духи, которые вызывают болезни. Но на Дениса нужно было опасаться не только лихорадок, но и сглаза. Против сглаза, порчи и любого другого наговора использовали лук, чеснок, редьку и соль. Говорили, что соль и редька выедают все злые слова, написанные на бумаге, а запах чеснока и лука пугает нечистую силу. В этот день, в 1847 году, впервые опубликован роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». 16 октября 1853 года – начало Крымской войны. В 1923 году запатентованы самозаводящиеся часы. В 1962 впервые в эфире прозвучали позывные радиостанции «Юность». В Китае в этот день, в 1964 прошло первое испытание атомной бомбы. А в 1983 году во Владивостоке основана рок-группа «Мумий Тролль». В этот день родились Тим Роббинс – актер, продюсер, режиссер. Евгений Хафтан – советский и российский гитарист, композитор, лидер группы «Браво». Дмитрий Хворостовский – российский и британский оперный певец, народный артист. Илья Лагутенко – советский и российский рок-музыкант, певец, лидер группы «Мумий Тролль». Олег Верещагин – актер и комик. Именины сегодня отмечают Денис, Иван, Марфа, Павел и Петр. Сегодня наш эфир будет немного отличаться от привычных. Мы хотим, чтобы вам с нами всегда было интересно. И чтобы вы также могли принимать непосредственное участие в нашей программе, напоминаем вам о том, что у нас есть активный телеграм-канал. Вы сейчас видите ссылочку, отсканируйте этот QR-код, и вы сразу автоматически попадете в нашу команду, так сказать. И у вас есть уникальная возможность задать вопросы, допустим, нашим утренним гостям, либо предложить свои темы, либо просто передать привет своим близким. Поэтому обязательно сканируем QR-код, присоединяйтесь к нам. Ну а прямо сейчас, в течение вообще всего нашего эфира сегодня, рядом со мной будет очень интересный гость. Я думаю, многие жители республики ее знают, а кто не знает, позвольте представить. Это известный журналист Эмилия Алиева, которая давным-давно, конечно, жила в нашем городе, имела непосредственное отношение вообще к всему происходящему в нашей столице. И с недавних пор она вновь вернулась к нам. Эмилия, доброе утро. Самого доброго утра. Ну, давай для начала сразу расскажем, да? Когда вернулась, почему вернулась и вообще где ты пропадала все эти годы? Ну, почему-то очень многие думают, что я вообще отсутствовала в республике, но в течение всего периода, пока я какой-то бизнес вела в Москве, пока я потом на исторической родине в Северной Осетии была госслужащей, весь этот период я сюда приезжала, правда, на короткий совершенно период, когда позволяла
возможность взять окошко по работе. И я приезжала сюда, у меня здесь живет моя мама, моя сестра с семьей, все мои самые близкие люди на этой планете, они живут здесь, в Якутии. Поэтому весь период я не теряла связи с Якутией, со своей родиной, где, можно сказать, родилась и выросла и состоялась. И помимо этого оказывала какое-то содействие в качестве члена общественного совета при постоянном представительстве Якутии в Москве. То есть есть, которые якутяне поступали в Моздокский госпиталь, бывало такое, что я их туда приезжала, навещала. Вот, поэтому с Якутией я всегда связана, за новостями я всегда слежу, и такого, чтобы я уехала и сжигала мосты, не было и не будет точно. И не будет точно. Точно. Но если взять в целом, это сколько лет назад ты уехала? Вот Ну, прям так на совсем, ПМЖ. совсем немного, буквально, где-то 4 года, наверное, 4-5 лет. Напомним, давай, а вообще, чем ты занималась здесь тогда, вот 4 года назад? Просто многие знают тебя, возможно, из какой-то светской жизни, да? А кто-то знает тебя как ведущую, да, потому что ты вела передачи, да? Кто-то знает тебя как очень опытного и профессионального журналиста. Все уже озвучили. Все, да? Но почему-то был период, когда меня действительно считали некоторой советской девушкой, но я не считаю, что я таковой была, потому что все мероприятия, которые я посещала исключительно по линии своей работы. Для того, чтобы осветить то или иное мероприятие, редакция, в которой я работала, вела информационную поддержку на договорной основе. И если приезжали это какие-то звезды либо спорта, как Алина Кабаева, Алексей Немов и дальше там, либо это какие-то артисты известные российские наши, то, как правило, с ними встречалась я. И, может быть, поэтому, я не знаю, плюс, учитывая тот факт, что я больше в тот момент работала по линии культуры, да, чаще у меня возникали такие уже дружеские отношения, побочный такой эффект. Когда ты начинаешь сначала общаться как журналист, а потом это плавно все незаметно для обеих сторон перетекает в дружбу. И да, у меня были друзья, и есть они в сфере творчества, вот этого фэшн-индустрии, дизайнеры, стилисты. Может быть, как-то поэтому. Такой Но образ. я журналист до мозга костей, поэтому со светским меня... можно, не знаю, кому-то, если удобно, ради бога, пусть считают светской львицей, как то говорили. Сегодня какие у тебя планы? Может быть, какие-то проекты в голове уже есть, которые ты мечтаешь реализовать вновь на своей, как ты говоришь, родине? Сейчас я нахожусь по семейным обстоятельствам здесь и буду здесь какое-то время, точно не могу сказать, сколько это, но сейчас я работаю над своей редакцией. Называется «Искусство слова», и мы будем всей редакции оказывать помощь по созданию текстов любой сложности, неважно, это либо посты для социальных сетей, либо же какие-то имиджевые интервью для руководителей или политиков. Вот так. Очень Да. полезная такая, да, Я думаю, сфера что да. деятельности. Не каждый в городе у нас занимается подобными услугами. Все-таки это услуги будут, да? Ну, это будут, конечно, да, услуги, но в России, в мире это уже известная такая, я бы сказала, тема, но в Якутии у нас, наверное, буду я первопроходцем. Первопроходцем. И это Здорово. только радует, Эмилия, ты очень похорошела, да? наверное. Скажи честно, откуда такой превосходный результат? Следишь ли ты за своим питанием или, возможно, Слежу. это какая-то физическая нагрузка активная? Вот из-за своей работы действительно был такой момент, когда ты в течение всего дня ты работаешь. Это вот я про вот результаты, которых у меня не было. Ты работаешь в течение всего дня, это вот пресс-конференции, какие-то пресс-подходы и так далее, а вечером ты приходишь в редакцию абсолютно голодная, и, как правило, мы все с коллегами там брали какие-то салаты, приправленные, страшно сказать, сейчас вспомнить, с майонезом. Ну, мы до сих пор так живем. На салатах, Я уже, на для меня, снеках. когда я вижу, кто-то кушает пельмени с майонезом, вот я уже вот так вот смотрю. Или жареную картошку, да, с майонезом Вот и хлебом. Что-то жареное, если это вообще уже давно не про меня, но буквально года 3 назад, наверное, я упорно увлеклась, и, наверное, уже назад обратного пути нет, темой правильного питания, которая раньше для меня была абсолютно каким-то темным лесом и непонятной китайской грамотой. Занялась физической активностью, и
наверное, поэтому вот есть какие-то определенные результаты. И советую всем заниматься правильным питанием, изучать эту тему и следить за собой, потому что я стала замечать, у нас очень много. Раньше я на это не обращала вообще никакого внимания. Умилялась вот этой знаменитой фразе «хорошего человека должно быть много». Да. Вот. Но потом она уже у меня только раздражение вызывала. Да, настолько часто ее слышала. А сейчас я стала на это все замечать и обращать внимание. Очень много, кстати, у нас действительно девушек, и мужчин, которые с избыточным весом. Именно поэтому у нас есть постоянная рубрика «Полезный завтрак». И сегодня вместе с нутрициологом Юлией Заболоцкой мы представляем вам приготовить творожный рулет. Это отличный вариант для завтрака. Простой и быстрый в своем приготовлении. С этим рецептом может справиться даже ребенок. Доброе утро, Якутия. Меня зовут Юлия, я нутрициолог. Сегодня мне помогают два замечательных молодых человека, Илья и Алексей. И мы будем готовить очень несложный рецепт. Он называется банановый рулет. Практически из готовых продуктов. Его может сделать любой школьник начальных классов. Ты умеешь резать? Да. Тогда у тебя самая ответственная миссия. Тебе нужно почистить 2 банана и нарезать их тонкими кружочками. Тонко? Давай, начинай. Хорошо. Может, Так, а ты будешь делать остальную начинку, которая не менее важна в этом процессе. Нужно творог смешать со сметаной. Вот тебе творог, 5% творог, 15% сметана. Сметана. Творог у нас что это такое? Это источник кальция в первую очередь. То есть для детского организма еда номер 1. Добавляй сюда пару ложек сметаны. Ну прямо зачерпывай. 2 ложки давай зачерпывай. Все, и хорошенько перемешивай. И нам еще нужно сделать, кроме начинки, заливку, для того, чтобы корочка на этом рулете была яркая. Для заливки мы используем 1 яичко и сметану. Все очень легко. Давай. Умеешь разбивать яйца? Так. Окей. Тут пару чайных ложек на 1 яичко. Перемешиваем. Теперь нам осталось упаковать все в рулет. Форма у нас сегодня квадратная. Как мы будем делать рулет? Как думаете? Катать на столе? нет. Нет, это слишком сложно. Да, будем прямо в форме все выкладывать. Сначала кладем лаваш, потом сверху выкладываем немножко творога. Немножечко. Да, 1 ложку творога положили, вот так вот распределили. Ага. И посыпали бананом. Давай еще немножко банана добавь. Угу. Вот так, отлично. Угу. Теперь следующий слой. Подвернули. Положили творог. Распределили. Да, ты пока перемешивай, да. Мы эту заливочку потом распределим. Давай, Лена, не стесняйся, сыпь бананы. Смотрите, какая. Побольше, побольше сыпь. Я не могу, они скользкие. Остатки творога. Надо все использовать по максималке. И теперь самое главное. Нужно все залить красиво заливочкой. Давай. Она вообще у тебя четкая. Лучше, чем у шефов. Аккуратно поливай равномерно. По всей крышечке. Супер. Теперь осталось все это дело запечь на 220 10-15 минут. Наш рулет из лаваша с бананом готов. Как пахнет? Шаурмой. А, нет. Хачапури пахнет. Как хачапури пахнет? Да, потому что мы здесь использовали творог, он немножко похож на сыр. Сейчас будем пробовать. И вам хорошего дня, всем приятного аппетита. До свидания.
здорово, когда вот дети могут принимать участие в съемках подобных рубрик, потому что они очень сильно переживают, и для них вот этот рулет — это просто шедевр какой-то, и Юля с ними, знаете, как мамочка, прям просто кропотливо все рассказывает, показывает. Но я думаю, самое главное, конечно, это очень все вкусно, и главное, полезно. Согласна. Вот как ты? Понравилось? Согласна. С Юлией вот Избековой мы давно знакомы. Она, по-моему, тогда еще на биологическом факультете училась, если я не помню, не путаю ничего. И она была в числе активисток нашего Якутского госуниверситета. И помню, первый свой кастинг, кстати говоря, на конкурс красоты я проходила, будучи студенткой, и Юля была в числе организаторов. Позитив сплошной и четкая вот эта организованность, мне кажется, не по годам тогда развитая. Поэтому я очень рада за ее успехи, слежу за ней в социальных сетях, мы в друзьях везде, поэтому я не удивлена, что такой полезный завтрак у нас сегодня приготовлен. Ну, ты видишь, как здорово, ты даже наших, значит, коллег узнаешь уже, Да. знаешь, это здорово, это классно. А давай все-таки вернемся к жизни в Якутске. Ты говоришь о том, что ты следишь постоянно за Да. новостями, и, наверное, где-то ты уже слышала о том, что у нас в городе, возможно, скоро появится памятник комару. Да, да. Ну, вот эти стрит-объекты уличные, малой формы называются они, по-моему, мне кажется, это очень такая модная, известная тема, и в этом плане, можно относиться по-разному к комару или к памятникам, но я считаю, что они очень сильно украшают и добавляют такую некоторую современность. То есть ты за Я за. подобный проект? Да, комары наше все, это, как без этого. В Якутии комары — это наше все, да? Да, поэтому только за. Но вообще, в целом, памятников комарам поставили в России по всему миру. Так, например, в канадском городе Комарно установлен самый большой в мире памятник. Видимо, в честь названия города. Размах крыльев его достигает 4,5 метров. Памятник комару, как биологическому объекту, стоит также и в латвийском городе Латгалия. В российском Ноябрьске, в городе Нефтяников, установлен не просто памятник комару, а памятник комару-нефтянику, который сосет нефть. Даже вот так. То есть соединили комара и нефтяника. Ну, мы тоже можем соединить. Да? В Петрозаводске есть комар-трактор. Памятник несет сразу 2 смысловых нагрузки. Работает визитной карточкой арт-кластера и также символизирует промышленные достижения. То есть вот он, комар-трактор, мы только что увидели. В Усинске памятник изначально ставили как элемент общественного пространства. Просто почитайте отзывы людей о любимом комарике. Очень нравится жителям. Сплошные положительные эмоции. Более того, комар стал негласным символом города, поэтому через какое-то время появился еще один, уже со своей парой. Даже пары комаров ставят уже. Ну, как без пар. По-моему, очень интересная тема, и город может Ну, вот смотри. войти в такие вот... Ну, кто-то же рассуждает, например, с другой стороны, что это кровопийцы, да, сосут кровь и так далее, и так далее. Вот как в этом плане относиться к таким? У каждого живого существа, у каждого насекомого мелкого есть свои функции на этой земле. Вот. И комары у нас тоже какую-то свою функцию выполняют. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого, потому что можно было бы пообсуждать и, наверное, повозмущаться, если был памятник мошкам. Да? То есть, а комар, он как-то солиднее звучит. Солиднее. Но вот если говорить о том, что ты видишь, многие города берут как комара и, допустим, какую-то специализацию, да, ну, допустим, нефтяник, да, или комар-строитель. Вот ты говоришь, в Якутии тоже можно было взять. Сразу в голову что пришло? Газ. Да? Комар, сосущий газ. Да ты что, это тоже очень интересно. Как интересно это можно было сделать из камня? Ну, может быть, какие-то другие могут быть материалы, из которых можно изобразить газ. Я не дизайнер, честно. Но вот Я журналист. что пришло в голову, то и сказала сразу. Ну а далее у нас сейчас будет постоянная рубрика «Гороскоп». Вот хотелось бы узнать у человека такого, как ты, да, который, в принципе, все у него по полочкам, все слажено, хорошее образование, да, веришь ли ты звездам и как-то настраиваешь свою жизнь, именно ориентируясь на астропрогнозы? Вот если бы у меня все было по полочкам, наверное, все было бы иначе. У меня как раз-таки очень хаотично все в жизни, и
Я раньше прислушивалась, но не вот к гороскопам, которые кто-то пишет сам в редакции, может быть, да, а именно к каким-то серьезным астрологам, которые с научной точки зрения подходят к этой теме. Если с научной точки зрения, то да. А вот все, что касается остального, я вот немножко такое вот магическое мышление в себе прорабатываю, больше перехожу уже на научную ступень. Вот. Но я знаю, что есть даже в некоторых федеральных серьезных структурах специальные штатные сотрудники, которые готовят даты руководителю и подсказывают, в какие дни можно подписывать контракты, а в какие нет. То есть это может быть один из твоих следующих видов деятельности. Нет. Написала текст, что говорить руководителю, да? Тут же сидит с тобой человек, который по астропрогнозу направляет, и, пожалуйста, вышел спикер и все сделал на ура. Вот, ну, не знаю, я больше человек, который слушает свою интуицию. Я же из Якутии, поэтому я больше полагаюсь на свое чувство какое-то внутреннее. Вот, ну, мне кажется, тоже неплохо работает. Ну, а для тех телезрителей, кто, возможно, не владеет своим внутренним чувством, как Эмилия, мы предлагаем посмотреть нашу постоянную рубрику. Овен. Уделите побольше времени работе, не отлынивайте от важных дел, но выходные дни посвятите себе. Окружающие перестанут вызывать у вас зависть, и напротив, вы будете для них предметом искреннего восхищения. Постарайтесь разобраться со своим внутренним миром. Четверг – лучшее время для спокойной и плодотворной работы. Телец. На этой неделе на помощь со стороны рассчитывать не стоит. Все зависит только от ваших усилий и энергии. В понедельник и вторник успех практически гарантирован. Надо только отбросить все несущественное и сосредоточиться на действительно важных делах. В воскресенье интуиция позволит вам разрешить давние семейные конфликты. Близнецы. Если вы ищете работу, то ваши поиски могут увенчаться успехом. Причем это будет путь к богатству и более комфортной жизни. Отнеситесь к чужим откровениям с уважением и не придавайте гласности услышанное. Вы обретете нового друга. Постарайтесь проявлять больше тепла и заботы по отношению к близким людям. Они нуждаются в вашей поддержке. Рак. На этой неделе может состояться переход к новому, более благоприятному для вас жизненному циклу. Обострится интуиция, вам даже могут сниться вещи и сны. Правда, вы с куда большим успехом будете решать чужие проблемы, нежели свои собственные. В выходные стоит предстать во всем блеске, так как вероятны многообещающие знакомства. Лев. Дела на работе сложатся наилучшим образом. Ваши друзья и коллеги будут разделять с вами радости и ошибки. Хорошее время для обновления планов в соотнесениях с интересами и замыслами ваших партнеров. Нежелательно откладывать накопившиеся дела. Посещение клубов, выставок и кино вас взбодрит и надолго запомнится. Дева. Вокруг вас явственно поднимается ветер перемен. Вполне возможно, что он унесет от вас некоторые вредные привычки и вредных людей. Если вас что-то тревожит в отношениях с коллегами, друзьями или родственниками, лучше корректно задать вопрос на интересующую вас тему. В понедельник объем предстоящей на неделю работы может слегка вас напугать, но звезды успокаивают. Вы с ней блестяще справитесь, и все усилия окупятся с лихвой. Весы. На этой неделе не стоит слишком рьяно отстаивать свое мнение. Меньше концентрируйтесь на том, кто, когда и как на вас посмотрел и что сказал. Больше уделяйте внимание самой работе. Это принесет прибыль и успех. От экстравагантных поступков желательно отказаться. Сейчас не самое подходящее время. Скорпион. На этой неделе вы с легкостью разберетесь и с работой, и с личной жизнью. Главное быть внимательнее к новым идеям, даже если на первый взгляд они кажутся абсурдными. Также стоит прислушаться к мнению любимого человека. Понедельник может оказаться удачным днем для поисков и перемен, в том числе и изменения места жительства. Стрелец. Самое время пересмотреть и по возможности конкретизировать свои планы. Результаты вашей деятельности обещают быть зримы и весомы. Не пренебрегайте возможностью завести новые знакомства. Они обещают открыть перед вами дальние горизонты. Сейчас события будут во многом зависеть от вашего выбора. Козерог. Пора заняться тщательной и кропотливой проработкой деталей проекта, которым вы занимаетесь. Ставьте перед собой глобальные задачи и не ходите по привычному кругу. С помощью целеустремленности и упорства вы сможете доказать окружающим свое право на самостоятельность и независимость.
Водолей. На этой неделе четко сформулируйте, чего вы хотите, и спокойно плывите по течению. Все постепенно само устроится именно так, как вам нужно. Не стоит делать резких движений и говорить резких слов. Не забывайте об этом, и масса возможных недоразумений, неловкостей и даже конфликтных ситуаций обойдет вас стороной. Но не увлекайтесь. Свои права все же можно и нужно отстаивать. Главное найти весомые аргументы. Рыбы. Неделя способствует подведению некоторых итогов. Не сожалейте об утраченных возможностях. Вполне вероятно, что вы просто неверно оцениваете ситуацию. Изменить прошлое вы можете, только изменив к нему свое отношение. Прислушайтесь к внутреннему голосу. Уделите побольше внимания семье и детям. В личной же жизни у вас назревают большие перемены. Ну и мы вновь в утреннем эфире. Напоминаем вам, дорогие друзья, что сегодня мы, как всегда, работаем в прямом эфире. А это значит, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе и, допустим, задать какие-то вопросы нашему гостю сегодня, который на протяжении всего эфира сегодня выступает в качестве соведущей. Многие ее знают, это Эмилия Алиева, и сегодня мы с ней говорим на различные темы. И вот, уходя от гороскопа, хотелось бы спросить, а что насчет фэн-шуя? Как-то ты обращалась к этой науке, да, и, может быть, на нее как-то обращала свое внимание и делала какие-то определенные манипуляции? Ну, допустим, поставить там баночку с солью там, или как, переставить мебель по Купить фэн-шую. вазу за 10 тысяч, поставить в нужном углу на северо-западе квартиры для того, чтобы и ждать обогащения. Да. Нет. Не хочу никого обидеть, но я больше человек верующий, поэтому есть, наверное, какие-то науки, что-то способствуют, но я считаю, что больше, наверное, добрые помыслы, правильный настрой играют роль в улучшении качества жизни и вот в самореализации человека. Вот, поэтому я бы не хотела вообще, в принципе, чтобы нас как-то люди акцентировали внимание на каких-то моментах. Возможно, что-то действительно в этом есть, но, честно, я это игнорирую. Я больше реалист. Вот. Реалист. Да. Но все-таки есть люди, которые Есть. прислушиваются. Да. Среди моих близких людей тоже есть, которые что-то вот по фэн-шую делают. Даже номер телефона покупают. Вот. По фэн-шую. Да. Ну а мы сегодня по фэн-шую предлагаем нашим телезрителям приобрести такое очень вроде бы простое растение, такое обыденное, это кактус. Ну или по-другому это суккулент. Кстати, вот именно согласно учению фэн-шуя, это колючее растение является сильнейшим оберегом. Его называют хранителем мира и спокойствия. Ему издавна приписывали способность оберегать жилище от воздействия негативной энергетики. Если кто-то и решит купить кактус, да, вроде бы колючее растение, по факту это вот такой сильный оберег. Поэтому поставил дома, поставил возле рабочего места и вроде бы как будто защищен. Доброе утро, меня зовут Валерия, я профессионально занимаюсь озеленением помещений. Сегодня я хочу вам показать кактусы и суккуленты и как правильно подобрать для них грунт. Это суккуленты хавортия, бывают абсолютно разных видов, вот просто можно посмотреть, как будто разные сорта, на самом деле это один сорт хавортии. Также кактусы тоже бывают абсолютно разных видов. По своей природе кактусы и суккуленты растут в хорошо дренированных почвах, которые очень рыхлые. В совокупности с обдуваемыми ветрами почва очень быстро просыхает, поэтому в домашних условиях нужно подобрать грунт, который будет соответствовать условиям, в которых они растут. Если вам подарили, допустим, кактус или суккулент, нужно подобрать грунт максимально похожий к естественным условиям. Поэтому мы подбираем, берем за основу 60% примерно либо торфа, либо листовой земли и обязательно разрыхлители. Тут разные виды разрыхлителя. Есть песок, обычный речной песок, циолит. Здесь различное пеностекло и кирпичная крошка. И мой самый любимый разрыхлитель – это агроперлит. Как я и сказала, 60% грунта может составлять либо торф, либо листовая земля. В качестве разрыхлителей 40% вы можете смешать разные разрыхлители, например, песок. Песок может быть использован обычный речной, но перед тем, как замешать его в грунт, обязательно нужно прокалить в печи, чтобы избавиться от различных бактерий. Далее у нас идет циолит. Он повышает выживаемость растений и увеличивает корневую массу.
Здесь у нас пеностекло и кирпичная крошка, ну это хороший разрыхлитель. В принципе, можно посадить даже не используя органический грунт, просто садим в минеральный, это уже готовый грунт. Учитывая то, что суккуленты и кактусы растут иной раз в скалах, где-то в щелях, ущельях, да, там вообще никакой органики нету, ни торфа, ни земли, поэтому вполне возможно садить в минеральный грунт. И, как я уже говорила, самый мой любимый разрыхлитель – это агроперлит. Его я использую практически во всех грунтах для любых растений. Найти его можно очень легко в любых дачных магазинах или даже каких-то хозяйственных. Вообще, по поверьям, кактус поглощает негативную энергию, поэтому я советую иметь в каждом доме такое милое колючее растение. Еще я рекомендую покупать его в качестве первого растения для детей. Возможно, это привьет им любовь к растениеводству. Так как кактусы неприхотливые, это будет лучший вариант для детишек. Всем желаю доброго утра. До свидания. Мы вновь в «Утре Якутии». И вот Эмилия у нас сегодня наш такой главный гость. Эмилия, мы знаем, что ты имеешь прямое отношение к праздникам, которые проводились у нас в республике, к различным, значит, таким глобальным мероприятиям. Одно из них – это «Мисс Якутия». С «Мисс Якутии» я сотрудничала, была даже ведущей в 2008 году, но участвовала я в конкурсе «Краса Якутии». Это был 2011 год. Тогда права на проведение конкурса предоставили стилисту Василию Афанасьеву. И вот мы тогда с ним, слово за слово, сидя в редакции, придумали, что буду я участвовать тоже. Вот. И это было сделано только с одной единственной целью, чтобы показать, что красота измеряется не в килограммах. Она либо есть, либо ее нет. Вот. И тогда я стала вторая краса Якутии. Вот. С ленточкой, с дипломом. Да. Ну вот мы сейчас видим твои потрясающие фото, да? Да. Как ты оцениваешь этот опыт в жизни? Что он тебе дал? И вообще на сегодняшний день какое у тебя отношение к конкурсам красоты? Но я хочу сказать, что вообще лично мое отношение, если говорить о том, хотела бы я, чтобы принимала участие, допустим, моя племянница, 14-летняя Лиза, да, в конкурсах, то я бы сказала, что нет, потому что я считаю, что искренне считаю, не потому что я там кого-то хочу успокоить, что нет некрасивых женщин. И вот ленточка, диплом или корона, это, ну, не может быть подтверждением или опровержением, там, что женщина красивая или девушка. Вот. Но нельзя при этом отрицать того прекрасного, я бы сказала, побочного эффекта, когда после конкурса девушки совершенно становятся другими. Они уже себя иначе преподносят, у них уже всегда там держат прямую осанку, да, то есть походка меняется. И я это все испытала на себе, и тогда я написала по итогам участия в конкурсе репортаж. И я помню, когда он с нами работал хореограф, ну, ставил нам походку, как правильно ходить там красиво. И вот мы по кругу где-то в течение часа без остановки ходили, меняли эти проходки, вот рисунок, да. И я помню, я тогда так вспотела, как я потела на тренировке. Честно, мы все взмокшие были. А со стороны-то кажется, что, ну, девочки сидят, позируют, самолюбованием занимаются. На самом деле это такой титанический труд и над телом, и над улыбкой, и ты должна держать всегда осанку. Я помню, когда у нас уже было финальное фотографирование на награждение, победила тогда Анастасия Санитарова. И вот мы с Настей стоим рядом, улыбаемся, минут уже 5-7, вот она что-то фотографирует, кто-то вот что-то подходит, говорит, а ты должна стоять и улыбаться. Я помню тот момент, когда у меня уже стало щеки сводить от улыбки. Я вот так вот сквозь зубы говорю, Настя, я уже не могу, ну улыбайся, у меня тоже. То есть у нас уже все тряслось. Ну, я думаю, сейчас самое время представить нашу утреннюю гостью. Это Светлана Тен, которая завоевала титул «Мисс Новая Якутия», титул первого республиканского такого конкурса, финал которого прошел 14 октября. Светлана, доброе утро. Доброе утро. Вот ты именно тот человек, который также, скорее всего, улыбалась, у которой сводит скулы от этой улыбки. И вот эти твои тоже походки, да, проходки. Пока вот я говорила, я видела боковым зрением, Светлана кивала. Поддерживая, да? Все испытано на Ну, себе. во-первых, конечно, принимай поздравления. Спасибо огромное. Давай расскажем все-таки, что за конкурс такой, да, потому что многие жители республики, да, и вообще люди, которые
которые интересуются, да, красотой, следили за этим конкурсом, и действительно период был такой достаточно долгий. Да. Вот расскажи немножко про организацию этого конкурса. Конкурс начался 9 месяцев назад, Вот так. как рассказывают организаторы. Но мы подавали заявку 3 месяца назад. Мгм. Идея пришла им 9 месяцев назад, получается. Я в последний день подачи заявки подала сама, лично. Все родственники, все друзья советовали мне принять участие, потому что это конкурс не просто красоты, Мгм. там нет ограничений. Это очень отозвалось во мне, близко. Я не считаю себя вот стандартной красавицей, хотя некоторые утверждают, что обратное. Да, да. Мы можем согласиться, это очень красиво, Да. да, вот именно Спасибо огромное. визуальная красота, она Вживую нас еще впечатляет. красивее, правда. Подала заявку. Я хотела своим примером показать своей дочке, что нет стандартной красоты. Мгм. Вот именно. Этот конкурс очень помог мне в плане личностного роста, Мгм. потому что вот правда Эмилия правильно говорит, как правильно подавать себя, как держаться на людях. Осанка, походка, улыбка. И все должно быть одновременно в идеале. Да, в идеале. Вот мы сейчас видим кадры, да, с этого замечательного праздника красоты, да. Подавая заявку, сразу ли ты ставила перед собой цель победа? Нет, для меня не было такой цели. Главное участие. Главное перебороть себя, выйти из зоны своего комфорта. И я очень рада, что я была частичкой всего этого. Большого праздника красоты. Да, да? праздника. Ну, я согласна, что конкурс красоты, тут действительно важно само участие, потому что каждая участница с собой на выходе имеет свой багаж и опыт, определенный опыт. Вот, поэтому те девочки, которые у нас даже не победили, а там прекрасные фигурки были, сами девочки очень дружелюбные, хорошие, а каждая потом говорила о том, что это дало им колоссальный опыт, в принципе, потом в жизни. Если даже при устройстве на работу, ну вот, к примеру, зайдет Светлана, вот, которая вот так вот сидит, улыбается уже, да, у нее уже натренированная улыбка поставленная, либо зайдет какая-то другая девушка, конечно, на кого... Предпочтение дадут Да. человеку, который вот умеет нести себя, да? Который умеет себя нести, который соблюдает определенный этикет поведения. Я бы даже сказала больше, что раньше у нас была такая школа благородных девиц, да, вот в стране известная. И мне кажется, сейчас вот конкурсы красоты, конечно, это все вот так вот при всеобщем обозрении происходит, но это, ну, девушки уже со знаком качества, нет? Да. Да. Светлана, а согласна. какой вот этап вообще конкурсной программы для тебя показался вот самым сложным? Ну, это стандартный вопрос для всех титулованных красавиц, потому что, ну, не все дается легко. У нас было 5 выходов. Первый, получается, визитка, где мы представляли себя. Следом шел у нас якутские выходы, якутский наряд. Затем мы поставили перформанс, приуроченный больше к теме кибербуллинга. Следом также интеллектуальный и выход в вечерних нарядах. Самым сложным для меня был, конечно же, интеллектуальный. Я сам человек очень закрытый, можно сказать. Отвечать на вопросы, когда на тебя смотрят свыше 600 пар глаз, это очень волнительно было для меня. Ну, мне кажется, я очень хорошо справилась. Вопросы задавали какие? Мне попался вопрос, с кем бы вы пообедали с любым человеком на Земле. Я ответила, конечно же, с мамой, потому что мама сейчас находится очень далеко от меня, в родном селе Сунтар. Очень хотела бы с ней просто пообедать и поговорить по душам. Ну, мы передаем маме твоей пламенный привет, да, пользуясь Случаем. случаем. Да, мама, Она, наверное, наверное, смотрит сейчас меня, она ранняя пташка у меня. наверное, гордится своей Да. красавицей. Вот, пожалуйста, на республиканском ТВ с заслуженной короной на голове сидит любимая доченька. Помимо короны, мы знаем, что вы получили такой хороший денежный приз. Приз, да. Не каждый конкурс может похвастаться. Да. Вот вы тогда что получили, Эмилия?
Ой, я путевку в Прагу получила. Тоже неплохо. Да, но я в итоге до Праги не доехала. Куда дело путевку? Я поехала в Байдахе. Но там как-то мы переиграли немножко, и собиралась как раз группа в Китае, и вот организатор, вернее, спонсор проекта, туристическая фирма, с которой мы тоже подружились, и она говорит: да что в Прагу одна поедешь, поехали в Китай. Вот, Вот так вот. вот, и мы, в общем, я выбрала, что лучше общей дружеской женской девчоночьей компании мы поедем действительно в Китай, там Пекин посетили, в общем. А Светлана вот получила приз какой? Я выиграла 1 000 000 рублей на строительство частного дома от компании «Улу-Тутук». Как здорово, Да. ты представляешь, то есть у тебя есть уже частный дом? Нет, к сожалению, вот это была моя мечта. Да ты что? Да, это до сих пор моя исполняется. мечта. Мечты исполняются. То есть в скором времени у тебя будет свой Обязательно. большой, шикарный, хороший дом. Это здорово. Ну а ты вот, например, ожидала вообще, вот когда ты получала этот подарок, да, вот какие эмоции? Честно, я совершенно не ожидала. Это было очень неожиданно. Когда назвали мое имя, я подумала, что мне послышалось. Я стояла, девочки сказали: Света, иди сбоку. И тогда я только опомнилась и прошла получать свою заветную корону. А вообще к модельному искусству ты имеешь отношение? Нет. То есть занималась когда-то в модельных школах? Никогда? Абсолютно нет. То есть- Никогда. И конкурс для тебя тоже первый? Конкурс нет. Буду честна, я участвовала в конкурсе красоты в 2012 году, после Эмилии, получается. В 2012 «Краса Якутии» 2012. Вот Также оно, Василий так это же- Афанасьев, так сестра получается. По площадке. Предшественница. И какой результат там был? Первая вице-мисс. Вот оно что. Вот я помнила имя, помнила. Вот, значит, Светлана решила вот за старое взяться, и успешно все получилось. Тогда Через не... 10 лет. Да, спустя 10 лет она все-таки взяла свою победу. Вот так вот. Молодчинка. Ну вот дает же, да, что-то результат, Дает. опыт уже. Это опыт. А сразу возникает вопрос: конкуренция. Ну, она на сегодняшний день бешеная. Мы видели, да, девочек, которые были с тобой, каждая по своему интересу, Все со своей достойные уникальной историей. Вот. Все трудились, старались. Вот здесь все-таки вы подружки или все-таки вы конкурентки? Разбитые стекла в туфли точно никто Уже не не говорю, да? Нет, Со такого. стороны кажется, что конкуренция, но за кулисами, ну, у нас так было. Мы все друг другу помогали и друг Да. друга А кому-то... сейчас как Было и все, и слезы, и смех, и радость. Мы за время конкурса, мы 3 месяца были все вместе. И мы жили в гостинице, мы каждый день практически виделись. Мы очень подружились с девчонками. Девочки все очень достойные. Каждая уже состоявшаяся личность. Но конкурс есть конкурс, конечно же. Свет, а кому ты посвящаешь эту победу? Вот Я. есть такое, наверное, в душе у тебя. Да. Я все это затеяла ради своей дочки. Мгм. Ей 13 лет исполнилось, вот как раз-таки в день финала. В день финала? В день финала. Я очень ею горжусь. Горжусь собой и посвящаю свою победу ей. А далее поедешь ли на какой-то другой конкурс? Или на этом все? В планах есть, конечно, если организаторы Пригласят? пригласят. Да. Ну, у нас есть российские проекты, «Месяц Россия», да, по-моему, дальше там, по-моему, Дальше, мировые проекты есть, поэтому есть куда стремиться и куда развиваться. Тут на самом деле уже дальше действительно имеет большое значение работа самих организаторов, потому что одно дело провести, а совершенно другой стиль работы, другая сфера, когда нужно быть продюсером красавицы и титулованной красавицы и продвигать ее дальше на какие-то мероприятия. Но, очевидно, должна в каких-то благотворительных мероприятиях Да, участвовать, да, обязательно. сейчас? Огромная работа пойдет, наверное, у тебя именно в этом направлении. Какие-то условия были уже заранее проговорены? Пока еще нет. Да? Но с организаторами мы разговаривали, общались на эту тему. Они нам говорили то, что в планах вот именно мы идем на Россию. Вот так вот. Светлана, ну мы тебе желаем, конечно, все-таки, чтобы эти планы твои реализовались. Мне кажется, ты достойно представишь нашу республику уже на федеральном уровне. Спасибо тебе большое. Я думаю, сейчас многие телезрители вновь восхитились твоей такой интересной красотой, прям уникальной красотой. Ну а доченька рада, мама рада. Поэтому
Принимаю еще раз поздравления и, конечно, мы желаем тебе удачи. Спасибо огромное. Ну а сейчас, дорогие друзья, приглашаем вас посмотреть вновь новости, потому что действительно это очень интересная тема. Ну а мы пока с девочками поболтаем о своем. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Новый мост через реку Куйдусун в Якутии построят весной 24-го. Глава региона отметил, что строительство капитального моста начнется, как только позволят погодные условия. Конкурс уже проведен, подрядчик определен, проводятся подготовительные работы, уже заказаны металлоконструкции на Улан-Удэнском заводе металлоконструкций. Перед подрядчиком задача поставлена до конца апреля, до весеннего половодья построить постоянный мост, сказал Айсан Николаев. На строительство нового моста за счет средств Дорожного фонда Якутии предусмотрено около 700 миллионов рублей. Публичные слушания по проекту закона о государственном бюджете Якутии на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов прошли в региональном парламенте. В бюджете республики учтут финансирование мероприятий, направленных на борьбу с бедностью. Во исполнении указа сейчас правительством Якутии разрабатывается план мероприятий, который включает в себя планы создания условий для формирования рабочих мест, повышения доходов населения, в том числе и социальной поддержки тем категориям граждан, которые не могут обеспечить собственные доходы ввиду невозможности. По этим двум направлениям и будет формироваться план мероприятий и финансовое обеспечение. Якутия примет участие в международной выставке форуме «Россия» в Москве. Уже 4 ноября на территории ВДНХ откроется обширная экспозиция и будет работать до 12 апреля. В ней примут участие все 89 субъектов страны, в том числе и Якутия. Республика представит свою культуру, народные промыслы, а также древнейшее эпическое искусство Олонхо. На стендах будут выставлены предметы народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, а также эксклюзивные ювелирные изделия. Витрины будут частично мультимедийными. Так, один из экспонатов – двухметровая фигура Элей Ботура, которая будет приветствовать посетителей на якутском языке. Сначала была идея сделать из вот таких вот пластин оригинальных, скажем так, историчных, но так как пластины слишком маленькие для такого вот большого экспоната, было принято решение сделать пластины чуть побольше, отформовали их, вот с Сафроном сделали 3D-модельку вот эту вот, которую вы можете увидеть, она прекрасна на самом-то деле. По пропорциям все это дело подогнали, после этого вырезали, сделали 3D-модельки, 3D-модельки вырезали на ЧПУ-станке, потом ребята это дело все отогнули, поправили, покрасили и потом собрали. Состоялось торжественное закрытие чемпионата профессионального мастерства по креативным индустриям «Аяру Стар». Участники чемпионата были разделены на 5 групп. В финале ребята представили и защитили свои проекты. В рамках чемпионата студенты посетили мастер-классы, лекции и семинары. Работу студентов по отраслям оценивали эксперты. За 3 плодотворных дня эксперты выявили лучших по 10 направлениям 30 участников. Победители награждены призами и памятными наградами. И вот здесь были и личные, и командные соревнования. Я считаю, что это очень правильно, потому что вот в течение 3 дней создавать классные изделия, это не только ювелирные украшения, это мода, это прямо отдельные такие, можно сказать, шедевры, да, которые наша молодежь делает, это вдохновляет, и это говорит о том, что мы двигаемся правильно. Что эти ребята сегодня учатся в колледже, завтра они выйдут в рынок и будут создавать собственные бренды. Якутский боец Денис Андреев, известный своими выступлениями в кикбоксинге, сразится в Лиге по смешанным единоборствам в Бангкоке. Сейчас он проводит сборы в Таиланде. Турнир состоится 20 октября. Соперником якутского бойца в категории до 66 килограммов станет Карл Бумина из Филиппин. Поединок вошел в предварительные карты турнира. Напомним, базовым видом спорта Дениса Андреева является кикбоксинг. В этом виде спорта он добился ряда успехов на международном уровне. А в августе он выступил на Кубке главы региона по смешанным единоборствам, где победил Ешара Мамедова из Улан-Удэ. Денис Андреев сейчас выступает за спортивный клуб «Саха Рестлинг ММА». К этому часу это все новости. Хорошего дня.
Спасибо большое нашим коллегам из новостного отдела. А мы вновь возвращаемся к беседе с нашим утренним гостем. Эмилия, а следила ли ты вообще за развитием именно ТВ? Вот пока ты отсутствовала, да, у нас в городе. Смотрела ли ты, допустим, какие-то новые проекты? Вот даже сегодня ты находишься в совершенно новой студии для себя, да? Прекрасная студия, прекрасная. Я следила в основном за новостями, которые публикуются у нас в социальных сетях. Вот. Но иногда на сайт тоже заходила. Вот у нас мы можем прям похвастаться сейчас на нашем телеканале Якутия-24. Все больше и больше появляется новых проектов, совершенно новых проектов. Вот про один из них давай мы сейчас посмотрим. Давай. Вот так, здорово, да? Ты видела? Красоты Очень не бывает. необычно. Очень необычно. И хотелось бы отметить, что этот проект у нас уже стал один таким из топовых. Рейтинг очень хороший. И каждое воскресенье в 19:00 на телеканале Якутия-24 мы предлагаем всем присоединиться, ведь осталось буквально несколько серий. Ну а затем пройдет финал, который будет проходить уже у нас на телевидении, и кто-то из этих девочек получит суперприз. Вот как ты вообще относишься к подобным мероприятиям? Очень интересно узнать. Вот если бы тебе предложили сейчас поучаствовать в аналогичном проекте, пошла бы? Ну, я очень городская. Нет, я очень люблю такую вот деревенскую, сельскую жизнь. Там, конечно, свой особый уклад, своя какая-то вот атмосфера вот эта вот искренняя.